Assalomu alaykum, hurmatli rayon ehlilar. Сейчас ma'lum tervalchi rayonda Чехи проект Карди Птунова. Междула июль здесь Махачкалани исторический музей да чи район Тинкрил Нариман Шамсудин Абдул-Муталибов, благотворительный фонд Умуди председатель Савин Илиев, в Москве фирма Атлас фирма ди Яси Александра Сытникова ди Арар Птунова Абрам Муратира чи район до Хрерин Катол Велик Тхон Адас Жюреба Жюре Рехера культура ди образование ди спорт ди логистика ди вайти вери Рехера чи и санола водхир Велик Тхони Фикерова им яке лахудавалих ди долгосрочные проекты и колах авун абру хевертанова Ифрар Ктунова. Идон Гана Лас июльде вацра мад сашмудра июльде вацра Гана в Исятани чи район дис Атлас фирма ди Килартанова нах абро саджуре Олахтханова в ке чи студии дис ни Мухмахана чи Талабнол ди Атлас фирма ди Килар Валерия Милованова амьязо старший специалист Атластин в Муса Барсуньков, архитектория, визафихти Колахаризади Хабр, на чпи Колахрик Гешна, почината лобзо Абруга, чпи Изва Колахрик, чпи Велика Планрик, чпи Жел Паунва Инсанрика Яхтилатвон. По-моему, вы поняли, о чем я тут сказал, потому что я специально использовал некоторые русские слова, чтобы вы это поняли. Спасибо. Кто первый начнет? Цель вашего приезда? Наверное, Муса расскажет о мастер-плане немного сначала. Давайте, Муса, про мастер-план. Да. Что это такое? Что за мастер-план? И вчерашний вы провели мастерская кюре с школьниками. И об участии, вашей участии в этом мастерской. Мы, компания Атлас, разрабатываем мастер-план сельской агломерации в Сулейман-Стальском районе. Это Касумкент и 4 села, которые рядом с ним: Куркент, Ахюхаристал, Ортастал и Ашагастал. Вкратце, мастер-план — это такое руководство к действию. Это книга, где собраны рекомендации по тому, как должны развиваться эти села, эта агломерация в ближайшие несколько лет, 5-10 лет. И основные направления, которые там мы прописываем, это социальная инфраструктура, транспорт, ландшафт, торговля и туризм. И мы даем рекомендации по тому, что нужно делать в каждом из этих направлений, на что ставить акценты, где какие-то главные критические проблемы у населения, у жителей, у бизнеса, у всех участников вообще жизни в сельской агломерации. И мы предлагаем какие-то решения, которые помогут справиться с проблемами и усилить какие-то потенциалы, которые есть в селах. Здесь. Ну, вы сказали 5 сел. Еще раз я хочу повторить для наших зрителей. Это сам Касумкент, как столица района, Куркент и 3 села стальских села: Ашагастал, Артастал и Юхаристал. Да, это сделано потому, что эти села расположены ближе, у них одни и те же проблемы, да? Да. И вы хотите создать комфортную среду для жителей, для тех, которые работают на этой территории. Да. Да? Именно так. Все понятно, я думаю, о сельской агломерации, который впервые в России, как проект вы начали, это очень хороший. Первый мастер-план для сельской агломерации. Да, это очень хорошо. По-моему, вы уже несколько раз, ваша команда тут была. Что вы сделали, что вы увидели, какие-то съемки, наверное, сделали. Хотелось бы еще чуточку об этом. Мы приезжали сюда
несколько раз. Мы делаем анализ территории, мы делаем натурные исследования, мы ходим по улицам, смотрим, что, как здесь устроено. Во всех этих селах. Да, во всех селах, да, с разных точек зрения, с точки зрения транспорта, с точки зрения парков, с точки зрения пешеходной инфраструктуры, общественный транспорт. Все, мы пытаемся все проанализировать. Общественное мнение. Очень Мы- Антропологические исследования. Мы общаемся с жителями. Социальные. Да, антропологические исследования – это целый отдельный раздел вообще нашего анализа. И на это мы уделяем много внимания и работаем с жителями уже. Берем у них интервью, спрашиваем у них, какие у них проблемы, какие у них желания, что они хотят видеть, как они хотят видеть Хасункент в будущем. Теперь мы перейдем к Валерии. Да? Вчера вы провели с нашими жителями, молодыми жителями, школьниками, провели мастерская кюре, да? Так Да. называется вчерашняя, который Первый продлится, день. да, первый Да. день, который продлится еще неделю. Расскажите об Да. этой акции Конечно. и что входит в это. Но я, наверное, еще уточню, что почему вообще мы начали делать эту мастерскую, почему мы решили, что это необходимо, такая 4-дневная творческая программа для местных старшеклассников. Дело в том, что мастер-план – это всегда взаимодействие разных областей, разных направлений, то есть и администрации, и бизнеса, и, конечно же, местных жителей. То есть очень много разных факторов, партнеров должны участвовать в разработке и в реализации в дальнейшем мастер-плана. Поэтому нам в том числе важно мнение старшеклассников и понимание того, как они хотят развиваться, как они хотели бы работать, возможно, на этой территории или нет. То есть нам хочется пообщаться с молодежью, поднять их запросы и в том числе поддержать их какие-то начинания, связанные с благоустройством, с изменением, с трансформацией этой территории, чтобы им самим было здесь комфортно находиться, развиваться и так далее. Поэтому мы выбрали формат творческой мастерской. Это 4-дневная, еще раз повторюсь, программа, в которой есть 3 направления. Вот. Одно из них как раз ведет Муса, называется «Столярный цех». Это в том числе тактический урбанизм, который мы просто вот так переименовали как бы на более понятный, наверное, термин вот, для всех, может быть, жителей. И Муса, может, ты немножко расскажешь, что вы делаете в этом направлении? В столярном цеху мы что делаем? У нас группа ребят. Мы прошлись по центральной улице, по улице Ленина и еще по ближайшим улицам. Мы у них спросили, как они проводят время после школы, где они сидят, где отдыхают, где, например, люди собираются, но там, например, нет пока, например, места, где посидеть. Вот что-то такое. Пытались понять, как вообще устроена жизнь. Пока мы взяли только центр Хасункента, и что там можно сделать. Краткие сроки, у нас 2-3 дня. Что мы можем сделать, чтобы здесь стало лучше? Выбрать какой-то участок проблемный, но где могло бы быть хорошо. Мы могли бы что-то из дерева собрать, и получилось бы хорошо. Мы выбрали участок. Теперь сегодня, завтра и послезавтра мы будем в столярном цеху делать скамейки, тумбы, столики. Немного всего на самом деле. С этими ребятками. Да. Но там есть... И с учителем, и с архитекторами. Да, там есть плотник, есть архитектор, там есть Это, взрослые. это местное население или... И местные и мы, получается, вместе Да. И я буду, и объединяемся. со мной еще 2 местных. Да. И мы будем вместе с ребятами сделаем скамейку. А в субботу можно будет посмотреть, что получится. Да. Как раз увидеть результаты этой работы. Контакт у вас вчерашний, да? Как удачный получился контакт? Наверное, да, все-таки. Хотя сложно говорить в первый день о том, насколько было хорошо все принято. Наверное, стоит немножко больше времени дать и ребятам, потому что вчера они только погружались во всю эту атмосферу, погружались в эту мастерскую. И вчера была больше такая теоретическая часть по всем 3 направлениям, а с сегодняшнего дня уже начнется практическая для тех, кто, собственно, Как они захочет. вошли в этот проект? Давайте сначала немножко еще расскажу о других направлениях, потому что мы давайте. только об одном рассказали. Ага. Вот, столярный цех – это одно из 3 направлений. Также у нас есть направление уличное искусство. Его курируют художники из Перми, то есть команда художников, которые специально приехали сюда, чтобы провести лабораторию по уличному искусству, рассказать, что такое стрит-арт. Они тоже с ребятами вместе работают. Ребята будут разрабатывать свои идеи каких-то объектов, небольших, маленьких объектов в среде вот, села,
села Касумкента именно, то есть мы базируемся здесь, и потом уже их реализовывать тоже к субботе. И есть третье направление — личные истории маршруты. Его курирует Евгения Фиджиева, социолог из нашей компании и также антрополог. Она учит ребят брать глубинные интервью, общаться со своими же родителями, брать интервью у своих родственников ближайших, рассказывать о том, какие места в Касумкенте для них самих важны и почему, чтобы потом впоследствии разработать экскурсионный маршрут. Такой первый, наверное, экскурсионный маршрут по Касумкенту. И в субботу, опять же, они смогут показать, что у них получилось, рассказать о тех объектах, которые они решили, выбрали и проинтервьюировали своих родителей на этот счет. То есть можно будет прийти, подключиться и посмотреть, что у ребят вышло. Помимо историй, помимо того, что они будут брать интервью и пробовать себя в роли экскурсовода, у них же также будет в этом направлении гончарная мастерская, с местным специалистом уже, который поможет им разработать такие маленькие, возможно, глиняные дощечки, либо какие-то глиняные элементы, которые мы строим в среду, и они будут такими маркерами, по которым мы будем перемещаться. То есть ребята смогут около них останавливаться, рассказывать какую-то историю. То есть мы попробуем этот маршрут как-то еще обозначить в Касумкенте. И вот эта программа идет 4 дня, каждый выбрал свое направление. Набор происходил в понедельник, мы пришли как раз-таки вот в трехэтажку, как говорят здесь, управление образования, да, и там рассказали ребятам о наших направлениях, и уже они по желанию записывались, кто куда хотел, если хотели, опять же, мы никого не убеждали, кому что понравилось, и мы причем говорили, что если сейчас вы еще думаете, хотите поговорить с родителями об этом, то, пожалуйста, принимайте решение, если не разрешили, то, конечно, никаких проблем, мы исключим вас из группы. Вот. Приходите в субботу тогда с родителями на мероприятие, посмотрите на экскурсию, послушайте наши рассказы, посмотрите на объекты, которые делают в столярном цеху, объекты уличного искусства. То есть, если у кого-то не получилось принять участие, то в субботу в 5 часов, скорее всего, от ДК, опять же, мы пойдем смотреть на все, что получилось. И к этому могут подключаться и родители, и дети, у которых не вышло, например, принять участие. Это в какую субботу? В эту субботу в уже. эту субботу? Да. Это 2-3 дня осталось. Да, у нас это очень интенсивная работа. И вы успеете реализовать? Мы понимаем, что у нас это все, мы масштаб и свои сроки понимаем. У нас это все под контролем, да, мы укладываемся, да. Мы делаем какие-то минимальные, краткие решения в краткие сроки. Это то, что сейчас вы делаете, это касается Касумкента. Да. Только, да? Но мы зовем детей из всех сел, например, у нас направление уличное искусство, я вместе с художниками на этом направлении, там много ребят из Куркента приезжали. И вот хочу сказать, я просто не могу говорить, наверное, за все направления, но точно знаю, что вот у нас ребята очень активные, у них много идей, их не приходится уговаривать, там, раскрываться как-то, они делятся своими какими-то задумками, разработками, и кажется, у нас уже идет очень хороший творческий процесс, они очень приятные ребята, с ними замечательно работать. Вот это я могу про свою группу, по крайней мере, отметить. Для чего все это? Еще раз. Что эта мастерская проходит в первую очередь для того, чтобы ребята поняли, как своими силами менять среду вокруг себя. Что, конечно, мы всегда ждем каких-то глобальных серьезных изменений, но даже старшеклассник может немного изменить под себя село, в котором он проживает, или город, в котором он живет, потому что нельзя все время ожидать чего-то только от взрослых, и что они прочувствуют, что тебе нужно, и это немедленно выполнят. Вот. Наверное, все-таки об этом. И, помимо прочего, мы же говорим и о каком-то образовательном элементе. То есть мы рассказываем о методологиях проведения интервью, какой-то работе. И я думаю, что это такое полезное довольно-таки общение для всех сторон. И для нас, потому что мы больше понимаем запросы местных ребят, подростков. И в том числе, может быть, для них, потому что они узнают о других специальностях, о направлениях различных, куда бы, может быть, стоило дальше развиваться, поступать, они могут задавать нам вопросы, не связанные с мастерской, вот, возможно, там, касающиеся грантов или каких-то краудфандинговых платформ, то есть как там привлекать, например, ресурсы на свои проекты социокультурные. Об этом мы тоже говорим, консультируем при необходимости, и взрослых, и детей, кстати, поэтому взрослые тоже могут общаться. Вообще, вы сколько еще тут пробудете?
До конца этой недели. Мы здесь до И все? воскресенья. И все? Ну, в этот раз, да, в этот приезд. Но это наш не последний приезд. А следующий ваш приезд когда планируете? Да? Ну, пока мы не можем сказать. Точную Пока- дату пока пока не можем знаем, сказать, да. да. Ну, вы приедете, да? Да. Да. Или обязательно. другие какие-то люди приедут? Ну, у нас просто идет работа идет параллельно, много людей заняты, Да, и да. время от времени бывают командировки у разных людей. Мы приезжаем в разных составах разными и на разные отделами. задачи. Сейчас мы здесь на эту неделю для работы в этой мастерской со школьниками. Ну, мастерская со школьником, мастерская кюре этим, наверное, не заканчивается, да? В других селах тоже, наверное, какие-то Но это проекты, такой наш нет? самый масштабный все-таки вариант, поэтому мы и приглашали ребят с разных сел по возможности присоединиться. Вот, потому что это, видите, как у нас больше уличное мероприятие, и с октября уже и меняется погода, но мы опять же будем оставаться на связи, готовы всегда проконсультировать онлайн, кого необходимо. То есть, возможно, кто-то из взрослых, из учителей или еще из каких-то направлений заинтересуются и захотят дальше продолжить нашу работу или придумают что-то свое, связанное именно с работой с детьми. И мы поможем, например, в плане подготовки заявки на грант, допустим, или еще как-то. То есть мы готовы всегда консультировать, помогать и, конечно же, сохраняем связь с территорией. Вы учитываете мнение взрослых, как детей вы сказали, что предлагают, о чем говорят? Вы, наверное, какие-то еще точки для себя определили, да, до сегодняшнего дня, и в дальнейшем это будет продолжаться. Какие-то направления, скажем, да, можно об этом услышать? Мы видим, как в Сульман-Сальского района есть потенциал стать таким центром развития туризма Южного Дагестана. И Касумкент, как нам видится, мог бы стать местом, куда люди приезжают, и откуда они могут поехать в Хив, в Ахты, и отсюда есть доступ во все эти туристические места, а здесь это будет такое место, такой пункт, где они все собираются и откуда разъезжаются. И для этого здесь в будущем, нам кажется, была бы необходима туристическая инфраструктура для этого. И основываясь на этом, мы прописываем какие-то решения, которые в том числе помогут и местным жителям. Ну, проект у вас есть в голове, видение всего этого, да, у вас есть, но будете развивать, да? Да. И еще, наверное, по-моему, люди, которые вас сейчас видят, слышат, думают, что хорошо, как понастроить новые места отдыха, какие-то школы, какие-то зоны. Насчет этого тоже хотелось бы услышать, что это всего лишь проекты. Да. В настоящий момент это мастер-план. Да, мастер-план – это не проект как-то в обычном понимании такого проектной документации, рабочих, сейчас начнется стройка. Нет, это мастер-план – это первый шаг на пути к этому. Это мы прописываем шаги, прописываем то, как мы должны прийти к нашим целям. Но это только рекомендации, это не проект еще. Спасибо. Я надеюсь, что ваши предложения, проекты, фонд, администрация района, еще какие-то инвесторы, скажем, более состоятельные товарищи, уроженцы этих сел увидят, поддержат, и надеемся, что они поддержат ваши начинания. Надеяться, что Вам будет хорошо. спасибо, что пришли к нам с разъяснением для знакомцев. Надеемся, мы встретимся еще не Спасибо раз. большое. Спасибо Очень большое. надеемся. У вас очень красиво здесь. Спасибо. Поэтому